Древнегреческий философ Платон говорил, что музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает всему существующему жизнь, веселье и радость. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Не согласиться с мыслителем невозможно, ведь без музыки, как считал Ницше, жизнь была бы большим заблуждением. С этими двумя великими людьми согласны и наша сегодняшняя главная героиня, и ее самые близкие люди, истинные ценители прекрасной музыки, в чьих умах и сама музыка, и философия жизни представлены как одно целое. И однажды мне попалась книга, это было в раннем, даже подростковом возрасте. Она была посвящена композитору Бетховену. Его девизом было «Человек, помогай себе сам». И вот это вот стало моим девизом. Я всегда своим ученикам, студентам всегда говорю об этом. Это мое кредо, это мое правило. Сегодня мы в гостях у семьи Унаровых. Это пара, которая почти всегда вместе, и дома, и на работе. Их связывает не только семья и любовь, но и общее дело – мир искусства, музыки, научные работы. Оба они неутомимые труженики. Один теоретик, второй практик. Но вместе они, несомненно, одно целое. Любовь Дорофеевна и Алексей Платонович – люди, которые по большей части сделали себя сами. Где-то характером и силой воли, ну а где-то сама жизнь распоряжалась судьбами героев. Моя семья принадлежит к булагатам, к племени, к бурятскому племени булагаты. То есть вот это вот Приангарье, это Иркутская область нынешняя, да. В начале 30-х годов мои родственники, вот, соседи, они решили как бы перебраться в бурятские деревни. И таким образом, да, они переехали в Абусинскую долину. У моих бабушки и дедушки, бабушку звали Ирина, а дедушку звали Дорофей. Как-то, знаете, никак не получалось, как говорится, с детьми. Дело в том, что, конечно, дети рождались, но они все умирали в младенчестве, либо они как бы не доживали до такого, ну, что ли, нормального детского возраста. И однажды мой дедушка отправился, ну, по своим, видимо, каким-то крестьянским, хозяйственным делам. Он выехал из деревни, а бурятские деревни назывались улусами. Он выехал, значит, из своего улуса за деревню, и там был какой-то вот запущенный сарай, какой-то заброшенный сарай. И проезжая мимо этого сарая, он услышал какие-то странные звуки, похожие там на писк, на плач. Он сошел с коня, значит, зашел в этот сарай и увидел, что в углу лежит женщина. А возле этой женщины копошится маленький ребенок, которому не было еще года. И когда он, ну, видимо, открыл дверь, увидел, что это мертвая русская женщина, и возле нее вот сидел этот ребенок, как оказалось, девочка. Женщину, конечно, похоронили, так как, ну, положено по-людски, и взял эту девочку. И эта девочка есть моя тетя Рая, вот, старшая сестра моей матери. И она вообще оскорблялась, когда ее называли русской. Она это вообще считала как оскорбление. Ее спрашивают, какой ты национальности? Она говорит, я бурятка. Ей говорят, какая же ты бурятка? Она бурятка я. Ну, в общем, вот такие вот эпизоды, да. Она превосходно пела бурятские песни. Она так знала хорошо фольклор. Ну и у якутов, у бурятов, да, есть такая примета, если мужчина и женщина, да, берут в дети какого-то вот ребенка чужого из другой семьи, то, очевидно, у
матери, вообще у женщины усиливается материнский инстинкт. И это действительно оказалось так, что года примерно через 2, через 3 появилась на свет моя мать. Ее звали Ниной, и причем ей дали имя Нинель в честь Владимира Ильича Ленина. Нинель, обратно читается Ленин. Мама моя не помнит свою маму. Она умерла, когда моей маме было примерно, наверное, где-то 2 или 3 года. И у них остался отец и вот эти 2 девочки. Конечно, девочки были очень привязаны друг к другу, вот так вот росли, поддерживая друг друга. Ну, а отцу было иногда, как говорится, не до них, потому что все-таки вы представляете, вот это вот крестьянское хозяйство, оно требовало как бы таких трудовых вложений. Когда моей маме вот исполнилось примерно 6-7, а тете Рае, значит, получается где-то лет 8-9, у них умер отец. И вот они остались 2 вот такие вот круглые сироты. Мама вообще только 1 раз она мне рассказывала вот тот трагический день, когда они вдвоем с сестрой потеряли отца. Она говорит, мы сидели вдвоем у окна и видели, как соседи выводили со двора кто корову, кто теленка, кто выгонял баран. А в это время, значит, другие женщины рылись в сундуках, выносили, видимо, какие-то вот такие добротные, может быть, вещи. Конечно, это был печальный такой вот рассказ. И она разбередила и мою душу, и свою душу. И я с тех пор поняла, что я не должна как-то задавать никаких лишних вопросов, потому что это были для нее слишком тяжелые воспоминания. Они жили то в одной семье, там, где рождался ребенок, и им нужны были няньки, значит, присматривали за чужими детьми. Там нужна, допустим, какая-то помощь по хозяйству. Они шли туда, косили сено, пасли скот, доили коров. Не зря говорят, тяжелая сиротская доля. Конечно, ходили в школу, и моя мама закончила 5 классов, а тетя Рая и того меньше. Нужно было работать. И их привлекали с охотой в колхоз. И здесь тоже я вспоминаю материны слова, когда она говорила, что я, говорит, совсем была ребенком, когда бригадир привел меня на поле и сказал, вот этот гектар ты должна выкосить сегодня к вечеру. Военная юность, она вот так вот действительно катком прошлась вот по этим 2 девочкам. Но вскоре закончилась война, девчата росли, ну а потом, как положено у молодых, находились, значит, молодые люди. Мой отец, он участник Великой Отечественной войны, и примерно где-то в 1948 году они познакомились, как мне потом рассказывали, на лесоповале. Занимались заготовкой древесины для строительства, там, допустим, клуба или школы. И вот там вот на лесоповале они познакомились. Отец мой был из местных, из абусинских бурят, родом из такого улуса, да, название которое известно, наверное, всем бурятам. Улус назывался Улей. Дело в том, что вот западные буряты, они шаманисты, и они как бы охотно верят различным приметам, как вот мне кажется, да. Часто обращаются за советом, там, скажем, к шаманам, и поэтому как бы все остальные буряты, они с такой великой осторожностью относятся к улейским. Как бы им такого слова не сказать плохого, как бы их не обидеть, как бы им дорогу не перейти. Но, наверное, к их двору не пришлась по нраву моя вот
мать, сиротка, от которой, ну что, никакой такой вот родни особо нет, нет особого проку. Не могу сказать, все-таки в чем была причина вот их развода, но в этом случае, да, вот проявился вообще, вот можно сказать, во всей полноте вот ее очень такой твердый характер, самостоятельный характер, одновременно с этим сложный характер. Она поменяла мне, единственному своему ребенку, имя, отчество и фамилию. И ее подруга была секретарем сельского совета, и звали ее Любой. В честь ее вот была, собственно, я названа, вот приобрела, значит, свое второе имя. А на самом деле перед вами сидела бы Елизавета Николаевна Иванова. То есть моя мама, да, вот в случае, как говорится, со мной, да, она проявила абсолютную такую вот независимость, да. Взяла, значит, единственное свое приданое, это был бычок, и второе приданое, это я. И ушла пешком из этой деревни, а деревня Улей, она находилась через гору. И она ушла в Хайгу. Ну, я не помню своего отца, вот признаюсь. Поэтому я ничего не могу, как бы сказать, о своем отце. Ну, время, как говорится, шло, и жизнь, она тоже вот менялась. И примерно в 1955 году моя мать уехала в Бурятию. И там, как говорится, начался другой этап в ее жизни, в моей жизни. Мы жили сначала в поселке Усть-Баргузин, который находится прямо на берегу Байкала. Это русский поселок. Меня отдали, вот 6-летнюю, да, меня отдали в 1 класс. Меня, девочку, которая ни слова не понимала по-русски. И я вот так вот попала в класс, где были только одни русские дети. По сути дела, мне ничего не оставалось, как вот забыть свой язык. Вот так вот получилось. Вот судьба, как говорится, таким образом обернулась. И для меня русский язык, он стал родным языком. Хотя мой материнский язык – это, безусловно, бурятский язык. Я, когда вот слышу, когда разговаривают западные буряты, иркутские буряты, я улавливаю и как-то, знаете, очень трепетно, да, воспринимаю вот именно иркутский говор. И я понимаю, что это вот что-то мое, вот где-то вот оттуда, там в глубине сидит вот это вот самое мое. Вот это вот мамино, мое родовое, мое генетическое. И особенно я, конечно, реагирую, да, вот на манеру пения иркутских бурят. После школы поступила в педучилище. Вот я его закончила, вернулась обратно в Трунтаево, и там я отработала в качестве пионер-вожатой. Тогда вот все отрабатывали 3 года. Я уехала в Новосибирск и поступила в педагогический институт на исторический факультет. В этом городе я встретила свою вторую половину. Пошли в общежитие пединститута к нашим землячкам, якутяночкам. И там вот Люба была среди них, жила вместе с нашими землячками. Вот там мы с ней первый раз познакомились. Вот. Захожу в комнату, сидят, значит, 3 молодых незнакомых человека. Среди них Иннокентий Романов, будущий известный баянист, Захар Степанов, будущий председатель Союза композиторов, и Алексей Унаров. И они пришли к своим землячкам, они им пообещали чайник, что у них, значит, есть большой чайник, ну и они пришли
за этим обещанным чайником. Естественно, что там чай попили, вот это все. Ну вот и с тех пор мы стали к ним постоянно уже захаживать. Ну, а потом уже как-то так стали встречаться в общежитии, на каких-то таких вот общих днях рождения, на, скажем, вечерах, которые проводило якутское землячество. Ну, конечно, она общительная была тогда тоже. Тоже красавица была, молодая. Полюбили, значит, поженились, и там же у нас родилась наша старшая дочь Туяра. Туяра пошла по стопам отца, стала музыкантом, окончила Московскую консерваторию, вышла замуж и теперь живет в Германии, где продолжает работать в сфере искусства, организовывая различные фестивали и арт-выставки. Однако музыка по-прежнему занимает главное место в сердце Туяры. Младшая дочь Унаровых, хоть и обладает абсолютным слухом и имеет тягу к высокому искусству, все-таки решила свою судьбу с музыкой не связывать. Я ее назвала в честь своей матери. Она Нинель. Она экономист, она работает в этом Ленском бассейновом управлении пути, начальник финансово-экономического отдела. Нина очень музыкальная. Нина очень музыкальная, да, и когда вот она, видя, как вот ее сестра вынуждена столько много времени проводить за фортепиано, Нина это все видела, и ей это не очень нравилось. Обе дочери Унаровых талантливы, а еще упорны и трудолюбивы, каждый в своей сфере. Конечно, все эти качества им привили их родители. Что меня восхищает в моей маме? Ну, ее постоянное стремление идти вперед, стремление сделать как можно больше в этой жизни, больше помочь людям, больше отдать людям. Сколько я помню, она всегда помогала. И даже вот сейчас они выплачивают с отцом стипендии самым одаренным ученикам школ, где они учились. Мама защитила диссертацию, кандидатскую, докторскую, будучи уже в возрасте. И там были свои проблемы, свои преграды. Но тем не менее она добилась своим трудом, своим старанием. Ну и она постоянно затевает какие-то проекты, какие-то поездки в школе музыки. Она организовывала фестиваль, посвященного философу Фридриху Ницше. Я люблю свою профессию. И полюбила я свою профессию, наверное, благодаря тому, что вот 10 лет тому назад практически, да, я оказалась как бы в высшей школе музыки. Мне очень нравится работать вот в высшей школе музыки. Вот это вот какая-то такая вот очень своя атмосфера. Какая-то необычная, необычайная, да, неповторимая. Там не заскучаешь. И все это окружено, как говорится, музыкой, музыкой, музыкой. Конечно, это особые люди, потому что они имеют с особым материалом, с музыкой, безусловно. Они чувствительные, они эмоциональные. С ними интересно дружить, с ними интересно общаться, с музыкантами. Они более проницательные, потому что вот они живут в мире вот этих вот чувств.
Мой отец всю свою жизнь посвятил музыке и сейчас уже больше 30 лет работает в Якутском театре оперы и балета дирижером. Работа в оркестре меня привлекла работа дирижера. Поддержали оркестранты. Они говорят, вот как раз, говорит, национальных кадров нет. Я говорю, давай, говорит, попробуй, может, что получится. Но и я начал заниматься и перешел в гостелерадио уже. Оркестр под управлением Галины Кривошапко. Ассистентом работал, а потом уже в 82 году пошел второй раз учиться в консерваторию, тоже свою родную Новосибирскую, на факультет оперного дирижирования. 4 года учился. Сам он родом из Вилюйска, и еще его мама Мария Михайловна очень хорошо пела. Поэтому его с детства тоже окружала музыка. И он закончил музыкальную школу, потом Якутское музыкальное училище, а затем Новосибирскую консерваторию. У меня в этом большую роль сыграл мой дядя Михеев Ефим Алексеевич. Он сам играл на скрипке, и он заметил мою одаренность. И он родителям сказал, что надо меня в музыкальную школу по классу баяна. Я мог бы и баянистом как бы остаться. Я тогда вроде бы хорошим баянистом был, во всех концертах участвовал. Он интересовался разными инструментами. И он говорит, давай, мне очень нравится, говорит, звук кларнета. И вот я научился на кларнете и стал в ансамбле там из всяких играть, там организовали эстрадный оркестр. Но и решил что-то на кларнет поступить. И вот с тех пор, и благодаря этому я стал дирижером. А так, может быть, и просто баянистом и был бы так же. Молодые Унаровы закончили учебные заведения и уехали в Якутию. Для Любови Дорофеевны это был совсем незнакомый край. Уехать за мужем на север она не побоялась. Однако бабушка, которая проживала на то время в Бурятии, очень скучала по внучкам. Поэтому часто девочки были на родине матери, в родном Турантаево. Ну, это были обожаемые внучки. И, как я сейчас понимаю, отношение было к девочкам гораздо более такое мягкое, теплое, такое вот любовное, любящее отношение, конечно. Невозможно вот измерить, да, вот ту помощь, которую вот мама вот оказала нам в воспитании вот наших детей. Мы ей обязаны. Моя мама, да, несмотря на то, что у нее вот было 5 классов всего лишь образования, она все-таки вот сумела закончить курсы продавцов. И вот в Турунтаево она работала в книжном магазине. Вы знаете, я выросла. Я выросла вот в этом мире книг. И она сама увлекалась вот книгами, и у нас вот неплохая такая библиотека. Этот магазин, книжный магазин, деревенский книжный магазин, я сегодня с полным правом могу назвать, что это был салон-магазин. Абсолютно был свободный доступ к книгам. И только маленький такой вот, маленькая такая полочка, да, находилась за ее спиной. Это были подписные издания. В этом книжном магазине был стол. И за этим столом она, если вот заходили, скажем, вот, скажем, покупатели из ближайших вот деревень, да, от нашего районного центра, замерзшие, уставшие, потому что автобусов не было. Это все надо было идти пешком, 3, 4, 5, может быть, некоторые делали километров. Она знала, кто откуда, и обязательно приглашала за стол. А я все свободное время проводила в книжном магазине. И на плите у матери всегда был чайник. И она мне давала, значит, команду налей чай. У нее всегда были конфеты, печенье. Вот такая вот у нее была вообще природа, натура. Очень такая, знаете, гостеприимная. Конечно, очень много людей вот, проходило через книжный магазин, и при этом всегда удивлялись, вот как вот она вот здесь вот сделала вот это типа салона. Это было вообще, это в новинку, это было какой-то инновационный такой вот, скажем, подход. Моя мама была вот такая, она была книголюбом,
и с хорошим таким вот вкусом. А наш дом находился прямо рядом с книжным магазином. Она приглашала к нам домой, накрывала стол. И вот так вот я привыкла, что у нас бывают разные люди, разного социального статуса, разных каких-то вот профессий. И вот это тоже у меня как-то вот это вот вырабатывало, да, какую-то открытость моего дома. И я как-то всегда, вот мы с мужем, да, вот всегда стараемся свой дом всегда держать открытым. Мы рады любым гостям. Мама была очень гостеприимной, и у нас было всегда очень много гостей. Приходили и соседи, и друзья. Это был 17-й квартал на улице Пионерской. Там было общежитие для деятелей культуры, такой особняк двухэтажный с такими вот длинными коридорами. И мы, дети, каждый вечер играли, кто после детского садика, кто после школы. И это нас сплачивало. Тут у нас есть в Якутске известное такое общежитие Пионерское 23/1 Министерство культуры. Там и Андрей Савич Борисов жил, драмартисты, вот Герасим Васильев. Мы все оттуда вышли. И наши дети все вместе росли там вот эти. Это для нас была большая радость, потому что в те годы получить комнату в жизни было большое событие. Комната 20 квадратов всего. Вот в нем как-то все мы помещались вот так вот и жили. Очень даже весело. И студенческие друзья приходили, вот все. В прошлом году, 1 декабря, они отпраздновали свою золотую свадьбу, 50-летие совместной жизни. Это все-таки далеко не всем выпадает такое счастье. Не так много семей, которые через столько лет пронесли свою любовь, свою верность, свое здоровье. И это, безусловно, такой идеальный пример семьи для нас с сестрой. 50 лет совместной жизни – событие особое. В народе эту годовщину называют «золотой свадьбой». Как золото добывают медленно по крупинкам, так и семейная жизнь строится постепенно, из мелочей, на протяжении полувека. И за это время Любовь Дорофеевна для себя вывела одно золотое правило – дружить с родителями мужа. Родители моего мужа, они встретили меня вообще с большим уважением и почтением. Для них учительница, невестка, ну, это был авторитет. То есть авторитет учителю, авторитет профессии, может быть. Ну и, может быть, я сама по себе была не таким уж и плохим, как говорится, человеком. Я вот вспоминаю, что вот Платон Николаевич, да, вот незадолго до своего ухода, он все время говорил: как жаль, что у вас, говорит, нет квартиры. А так бы я, говорит, к вам переехал бы, жил бы, говорит, с вами. Я знаю, говорит, они ко мне обращались по имени-отчеству, Любовь Дорофеевна, они меня называли. Я, говорит, знаю, Любовь Дорофеевна, вы бы меня иногда, говорит, ругали. Но я знаю, что мы бы с вами сели бы за стол, выпили бы коньячку и разговаривали бы. Вот как-то так. Мои вот свекр со свекровкой были, ну, просто замечательными людьми. Замечательными людьми. И я тоже их всегда вспоминаю с большой теплотой. У меня мать очень мудрая женщина была. Мама Мария Михайловна Башет, она безграмотная, но она была очень одаренной женщиной. Хорошо читала Чабаргахи, всякие, Осохой говорила, все это, писала стихи. Если бы она грамотная была, мне кажется, она была бы хорошей писательницей или поэтессой. Вообще у нее очень хорошо эта речь была. На якутском, по-якутски. Ага. Но она сама хорошо играла на хамусе тоже. Талант бабушки передался и старшей внучке Туяре. Сегодня она с удовольствием играет на хамусе и на концертах, и в Германии, где живет и работает, и просто в кругу родных и близких. Yeah.
Наверное, многие люди, да, вот когда вот приходит время для подобных откровений, как сегодня вот у нас с вами случилось, да, многие люди признаются в том, что они глубоко сожалеют о том, что не попросили прощения у своих матерей за то, что они так мало были с ними, так мало разговаривали. Ну что поделать? Что поделать? Может быть, в каком-то смысле, да, я скопировала свою маму. Это сейчас я немножко размягчилась у моих дочерей, да, какое-то такое снисходительное, что ли, такое вот появилось к нам чувство. То есть они как бы являются для нас, скажем, неким таким вот путеводителем, что ли. Вот девочки, у нас поменялись, кажется, вот эти места. Если до этого я их вела, значит, да, то теперь они вот берут нас с папой за руки и уже ведут дальше вот по этой жизни. Моя очередь теперь настала показать своим родителям мир. Мы посетили 5 стран, сделали такое большое кольцо. Были во Франции, Испании, Италии, заезжали в Монако, ну и потом через Швейцарию возвращались домой. Посетили и Париж, и Барселону. Радоваться жизни надо. И наслаждаться, и все для этого делать. Отдыхаем, наслаждаемся жизнью. Каждый год стараемся выезжать куда-то. Вот. В Европе были, да, в прошлом году вот этот Кавказ проехали, Армения, Азербайджан, вот это все, Грузию объехали, вот так все. Очень счастлив, слава Богу. Сегодня наши герои наслаждаются жизнью. Не всякому дано получать удовольствие от работы и отдыха одновременно. Немногие также умеют жить полной жизнью и находиться в моменте. Ловко управлять такими категориями, как здесь и сейчас, тоже может не каждый. Любови Дорофеевне, например, после ухода матери пришлось этому учиться. Ведь принять факт смерти самого родного человека нелегко. Порой на это уходят долгие годы. Она любила шампанское. И в тот вечер она меня попросила: налей шампанское. Мы, значит, разлили по бокалам шампанское, выпили. Она сказала, что я ухожу, потому что я только что видела сестру, которая зовет меня к себе. Сестру Раю. Вот это еще раз вот подчеркивает вот эту вот такую сильную связь вот между этими двумя сестрами, которые не были кровными сестрами. Когда моя мама умерла, ей было 80 лет. Вы знаете, я ее долгое время не отпускала. Мне казалось, что во мне есть я и есть она. Я вот чувствовала ее присутствие в себе. Странное такое состояние, странное состояние. Но я была с ней вот на протяжении 10 лет как бы одним целым. И я ее отпустила только в 2019 году. Все, что есть во мне такого плохого, я обязана только сама себе. Все, что есть во мне хорошего, я этим обязана своей матери. Мама для меня – это все самое хорошее. Несмотря на то, что матерями являются исключительно женщины, настоящее материнство мужественно.
потому что неистребимый инстинкт любой матери – любить и защищать своего ребенка во что бы то ни стало. Ведь истинные матери для своих детей – самые настоящие ангелы-хранители. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.